Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я на канале Reality Орти Аслан. Сегодня 5 июля 2021 года, и мы сегодня поговорим о наболевших и интересующих вас и меня проблемах. Приветствую всех, друзья. Так, чеченский след на месте. Машволь, чеченский след. Алейкум ассалам. Интересная тема, Аслан, прямо удивление. Говорит чеченский след. Да, тема интересная и очень важная. Да? Тема очень важная. Организация Объединенных Наций – это несправедливая. Когда-то она создавалась, наверное, она по тому времени была необходима для общества, для мира. Но сейчас эта организация не выдерживает никакой критики. Я расскажу подробно. Был комментарий по этому поводу, и я подумал, что сегодня стоит поговорить именно об Организации Объединенных Наций. Так, друзья, давайте соберемся потихонечку и продолжим. Как обычно, наверное, не всем приходят уведомления, и поэтому не все сразу собираются. Но походу все соберутся. Требуем выгнать Рамзан Дудаев, говорит, Машо Рамзан. Ури, алейкум ассалам, шави гуашум, Маш. Рамзан Дудаев говорит очень правильные вещи, которые на сегодняшний день нас беспокоят. Есть два выхода. Да, сразу перейдем к теме, да, она может быть долго и интересная. Вы пишите тоже, мне будет интересно знать ваше мнение, обсуждать это и выносить это мнение на публику для обсуждения. Есть одно из мнений, которое выдвигаешь ты, Рамзан Дудаев, что выгнать из ООН, исключить Россию из постоянных членов Россию, но ты тут же пишешь, что процедуры замены или ввода или вывода новых членов как таковой не существует, постоянных членов, новых членов новые страны-участницы принимаются. Но вот 5 стран, это Китай, Россия, Франция, Соединенные Штаты и Великобритания. Эти 5 стран, которые обладают ядерным оружием, кроме них еще есть страны, которые обладают ядерным оружием, например, Индия, Пакистан. Но эти 5 стран являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. В Совет Безопасности ООН входит 15 стран. 15 стран. 5 из них являются постоянными членами, и 10 меняются, да, время от времени. И вот 5 этих стран это такие короли. 2 из этих стран, из этих 5 постоянных членов, являются на сегодняшний день, в настоящее время странами, проводившие геноцид и собирающиеся дальше продолжать свою эту преступную деятельность. И вот что самое страшное. У этих 2 стран, у этих 5 стран, 3 страны, это Франция, Великобритания и Соединенные Штаты, геноцид не проводят, придерживаются международного права и так далее, и так далее. В отличие от Китая и так называемой Российской Федерации, по факту Чекистской империи. И ты совершенно правильно говоришь, что Россия туда незаконно включена, так как основателем, одним из
основательницей ООН был СССР. И в 1991 году такое государство, как СССР, перестало существовать, и Россия незаконно, везде в документах, там ООН, вы можете посмотреть на сайте, я сегодня вам буду это зачитывать, вы можете увидеть, что там упоминается СССР. Сегодня, в 21 году, 21 века, упоминается СССР, который уже давно сдох, к большому сожалению, не осужден. Его преступления не осуждены, поэтому мы имеем то, что мы имеем. Рецидив мы имеем, повтор тех же преступлений, которые совершал Советский Союз, продолжает совершать Российская Федерация. И нету способа вывести Российскую Федерацию из постоянных членов. Нет механизма, он не прописан. Изначально, когда эти 5 стран создавали вот эту Организацию Объединенных Наций, вот эти 5 постоянных членов этой организации, они прописали себе так, что они в код ДНК этого ООН вписаны. Нет этих стран, постоянных членов, нет этой организации. И незаконно, абсолютно незаконно, СССР, Российская империя, Российская так называемая Федерация, стала правопреемницей, продолжательницей СССР. Поэтому осталось, имея вот все привилегии, которые имел СССР. Вывода ее нет. В связи с тем, что все страны признали Россию, вот все страны, участницы НАТО, признали, согласились, много лет, больше 30 лет, или сколько уже, 30 лет, считают ее постоянным членом, это фактически невозможно. Фактически. Так как все решения, которые принимались в течение этих 30 лет, они должны быть признаны незаконными. Это просто переворот происходит во всем международном праве. Все, что делала Россия, незаконно и так далее, и так далее. Конечно, при желании можно все это сделать, но соблюсти законность, это будет сложно. Есть другой выход. Ликвидация. Ликвидация Организации Объединенных Наций. На первый взгляд может показаться, невероятно. Ничего невероятного. До этого была создана в 1919 году Лига наций. И эта организация, в которую входило несколько десятков государств, занималась тем же и декларировала то же, о чем сегодня декларирует, или на протяжении почти века декларирует Организация Объединенных Наций. Разоружение, права человека, мир во всем мире и так далее, и так далее. Все, к чему пришло сегодняшнее человечество. Хотя иногда это человечество совершает такие вещи, что очень сложно понять. Пришло ли оно к какому-то гуманизму, к состраданию, к любви, к человечности и так далее. Хотя мы не можем отрицать, что все-таки человечество пришло к большому рывку, большому подъему направлений соблюдения прав человека. Вот эта Лига наций за то, что она не справилась со своими функциями, она была распущена, была создана новая организация, Организация Объединенных Наций. И она несправедливая, эта организация. Во-первых, там нарушен основной принцип международного права, принцип справедливости, равенства. Ведь 5 стран имеют привилегии, которые не имеют все остальные. 2 из этих стран, как я сказал, совершают в данный момент, совершали и будут продолжать совершать геноцид. Это самые тягчайшие преступления, военные преступления и так далее. И эти страны накладывают вето на любое решение, которое они посчитают необходимым. И еще один очень важный момент.
который нас волнует, нас, чеченцев, касается. Это принятие в Организацию Объединенных Наций. Организацию Объединенных Наций могут быть приняты новые члены, страны-участницы по представлению Совета Безопасности, то есть этих 15 стран. Если там 2/3 голосов должно быть за, против, то есть за для принятия. Если эти 5 стран постоянных членов Совета Безопасности ООН, никто не возражает, вот и все, и ловушка захлопывается. Чеченский народ, над которым совершен геноцид, не имеет права получить свою государственность в этом мире без согласия Российской Федерации. Справедливо это? Я считаю, это в корне несправедливо. Ну, весь мир несправедлив, поэтому мы как бы особо не будем на этом заострять внимание. Мы не можем стать членами организации, просто участниками мы не можем стать, войти как страна-участник. Мы не можем без согласия, в том числе России, 5 стран, и одна из них Россия, которая никогда не согласится на то, чтобы нам дать такую возможность войти в состав Организации Объединенных Наций. Да, там можно обходить, можно что-то придумывать и так далее. Но это все будет спорно и недостаточно в юридическом, правовом смысле идеально. Поэтому еще вот самое, с чем мы столкнулись, из-за того, что мы не можем подать в суд, да, как государство, в каком мы оказываемся в капкане таком, да, для того, чтобы подать в Международный уголовный суд в Гааге наше заявление о геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности, массовых убийствах, мы должны быть страной, ратифицировавшей Международный уголовный статут Международного уголовного суда в Гааге. Так как мы не являемся страной, мы его не ратифицировали, да, в полном смысле, мы являемся страной. Это тоже отдельная тема, если брать с юридической стороны вопроса. Мы являемся государством. Это такие юридические вот эти тонкости, которые я как-нибудь постараюсь сейчас объяснить. Мы как государство не можем потребовать провести расследование, не наказать никого, не посадить, просто расследуйте и вынести свое решение. А наказывать и так далее, это уже второй этап. Давайте сперва расследуем. Нет, мы вас не будем расследовать. Расследовать военные преступления, геноцид против нас можно в соответствии с статутом, можно в 3 случаях. Это если страна-участница подает это заявление. В принципе, наверное, это может быть и не наша страна. Это могла бы сделать Украина, это могла бы сделать Литва. Но мы должны быть страной-участницей. Сейчас я не буду говорить. Я постараюсь дать точную информацию, только точно. Страна-участница может, второе, по решению прокурора Международного уголовного суда, который не принимает такое решение, и бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео практически прямо обвинил прокурора и Международный уголовный суд в Гааге в коррупции, в коррупционных связях с Россией. Соответственно, этот прокурор не захочет принимать наше заявление и вести рассмотрение. И третье, это по решению Организации Объединенных Наций. Это Совет Безопасности
предлагает прокурору Международного уголовного суда начать расследование по фактам, которые есть. Именно поэтому позапрошлом году мы дошли до Женевы, до штаб-квартиры ООН в Женеве и требовали, наверное, требовали, я не знаю, я зачитывал то, что зачитывал на митинге, а то, что передавали, я не знаю, что там передавали. Но, по идее, мы должны были требовать, чтобы Организация Объединенных Наций потребовала у прокурора начать расследование. Но возникает опять же этот же капкан, в котором мы оказываемся. В Совет Безопасности постоянные члены входит Россия, которая накладывает вето и запрещает требовать от прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Все, мы в западне. Принять нас не могут. Короче говоря, мы оказываемся в полной власти. Весь мир фактически отдает вот такие страны, такие народы, как мы, на откуп, на все, что хочешь делание, вот таким странам, как Россия или Китай, который творит, например, с уйгурами самый настоящий геноцид. И Организация Объединенных Наций, которая изжила себя, которая не может выполнять до конца свои функции, должна быть распущена или же, попросту говоря, ликвидирована, как была ликвидирована Лига наций. И на ее месте это ничего сложного, это юридическая процедура, которую очень можно легко соблюсти. Все 5 стран-участниц должны быть лишены права особого вето. Должно быть голосование, нормальная демократическая процедура должна быть. И большинством голосов должны приниматься решения. Да, могут быть привилегии у каких-нибудь там великих держав, в которую не входят ни в коем случае Россия и Китай, и не должны входить. Потому что эти страны, особенно Россия, представляют угрозу, экзистенциональную угрозу для всего человечества. По этим ковидам, по новым вот этим дельтам, которые появляются, мы все это прекрасно видим, и я думаю, в мире уже люди начали понимать, что происходит. Не прошло, как говорится, и 30 лет, или там 25 лет, люди все-таки начали понимать. И давайте об этом поговорим. Давайте поговорим и обсудим эту ситуацию. Так, я перемотаю. Так. Джохар Дудаев давно на месте уже. Чинху USA, у Александр Джохар Машуола. Говорит, у Александра Вилпесен культа. Джохар Шавик на месте, почти Шавик на месте. Так, интересное твое мнение. А как юрист о реформе ООН? Интересное твое мнение, Аслан, как юрист о реформе ООН. Владимир, вот давайте об этом и поговорим. Я считаю, что реформирование невозможно. Нельзя вывести, не сохранив Организацию Объединенных Наций. Конечно же, у Соединенных Штатов, у Франции, у Англии очень хорошие позиции, очень хорошие. Они тоже могут совершать геноцид, им за это ничего не будет. Это очень удобно. Но так как эти страны не совершают геноцида, то я думаю, эта функция им не особо нужна. Хотя, конечно же, привилегия страны, она нужна и в мире. Это очень, скажем так, престижно, это очень поднимает статус страны. Я считаю, я думал над этим, я читал Юнуса Юсупова, в Берлине у нас живет, который эту идею давно выдвигает о исключении России из ООН. Потом я читал Юрия Шулипу, который был у меня здесь на канале, тоже очень много там пишет на эту тему, пытается разобраться со всем этим. Но я пришел к выводу,
что вот ликвидация Организации Объединенных Наций — это единственный выход из сложившегося вот этого, из этой патовой ситуации, когда никто не может найти решение, которое привело бы к движению вперед. Нет, мы постоянно откатываемся назад, и зависеть от того, что захочет Россия, мир не может. Россия — это империя зла, это страна-террорист, это страна-фашист, которая как можно быстрее, как можно сильнее, дальше отодвинута от влияния на международные процессы, которые происходят. Как можно быстрее. Об этом мы давно говорим, но вот, к сожалению, нужно было, чтобы клюнул петух, и после этого вот засуетились. Конечно же, решение вопроса с Россией уже предопределено. Россия ломанется в объятия Китая, так как другого выбора у нее нет. Она будет вместе с Китаем против всего мира. И, к большому сожалению, моя страна оккупирована этой Россией. Поэтому для нас это касается всех. Всех касается. ООН, я считаю, должна быть переформатирована. Ну, переформатирование, в принципе, я так и хотел озаглавить свой стрим переформатирования, но переформатирование, на мой взгляд, невозможно. Необходима полная ликвидация. Должны собраться все страны, проголосовать и закрыть этот вопрос ООН и возродить новую организацию. Для этого большая работа должна быть проделана. Уверен, она проделывается и будет проделываться. Умных людей хватает в этой организации. И недовольных той ситуацией, которые вытворяют Китай и Россия, очень много таких недовольных людей в этой организации. И я надеюсь, что мир придет к тому, что в ближайшее время, я очень на это надеюсь, придет к тому, что Организация Объединенных Наций перестанет существовать. Давайте почитаю комментарии. Потом я вам покажу то что преступники, массовые преступники, убийцы чеченского народа, люди, совершавшие по их приказу, совершались тягчайшие преступления, которые будут отвечать в Международном уголовном суде, такие как Степашин, бывший директор ФСБ там, и так далее, Естержемский. Они за 20 лет, не проронившие никакого слова, ничего не рассказывавшие про преступления, про войну, ничего такого оправдывающего их, теперь начали оправдываться. Теперь они начали говорить, это, может быть, повлияло наше видео, где я рассказываю про зачинщиков войны, которых называет Джохар Дудаев. И эти люди уже начали, как уж на сковороде, уже линию защиты выстраивать. Да, она выстраивается в том же формате, с теми же нарративами, что мы боролись с бандитами, там был захват заложников, там были эти, там еще при Дудаеве Степашин говорит, каждый четверг захватывались там самолеты или вертолеты там и так далее, захватывались какие-то действия, так как все эти действия совершались ФСБ, тогда еще это была ФСК, Федеральная служба контрразведки. И после того, как ее Дудаев назвал фанерно-спичный комбинат, после этого переименовали ее в ФСБ. Дудаев назвал ее фанерно-спичным комбинатом. И вот этот директор фанерно-спичного комбината сейчас нам рассказывает, что да, он как бы был
за то, чтобы начать войну, но были все за то, чтобы начать войну. В том числе он говорит про Козырева, бывшего министра иностранных дел, который сейчас живет в Соединенных Штатах. И как бы дает понять, что не только он один в этом замешан, а что есть еще люди, которые виноваты в этом. Я вам тоже покажу это видео и прокомментирую его тоже. Сейчас пока обсудим Организацию Объединенных Наций. Что вы думаете? Скажите, пожалуйста, по этому поводу. Народы мира, страны разделены между собой. Страны победителями немецкого народа — это США, Англия, Франция, СССР, Россия, Китай. Так, Дудаев, Гилаев, Масхадов, герои. Так, Рашка. Так, организация озабачивания нациями. Да. Так. Я не против России и никогда больше не буду, говорит хакер. Как может быть Дудаев, Гилаев, Масхадов герой для тебя, хакер? Если ты не против России. А? Фриман антипутинист. Объявить конкурс для названия новой международной организации. Предлагайте свои версии. Хороший вопрос. Давайте, предлагайте. Можете писать в комментариях, как бы вы хотели бы назвать новую организацию. Хотя название имеет значение, но не такое большое. Большое значение имеет. Так, да, фанерно-спичный комбинат, говорит Владимир Рабинович. Так. Доброго вечера, Наталья. Доброго вечера. Такие переделки происходят после мировых войн. К сожалению, Лига наций образована после Первой мировой. Приказала долго жить и не предотвратила Вторую мировую войну. Ну, я вам могу сказать, да, вы правы, именно так произошло. Лига наций была создана в 19 году, и потом она после Второй мировой войны была ликвидирована и создана Организация Объединенных Наций. Я могу сказать, что мировая война уже идет, и Организация Объединенных Наций не смогла предотвратить, а наоборот, ее структурная, ее сама суть способствовала, сама структура организации этой организации способствовала тому, что Россия стала той, кем она стала, и Китай стал тем, кем он стал. И эти государства или эти народы не имеют права иметь такие полномочия, которые они имеют. Я категорически против. Вообще я за то, чтобы все народы были равны. Да, могут быть какие-нибудь там возможности у этих стран больших, но право голоса у всех государств должны быть равны. И вот тогда это более-менее мир справедливо получается. И демократично это получается. Третья мировая война, на мой взгляд, идет, и она начата сразу же после развала Советского Союза и возрождения вот этой новой так называемой Российской так называемой Федерации. Так, пойдемте дальше, я опять перемотаю. Назовем Бильдербергский клуб. Бильдербергский клуб. Туранен. ООН получается Организация Объединенных Нескольких Наций. Да ну, не просто нескольких, привилегированных нескольких наций получается. Тогда да.
Максим 1. Если все свободные народы объединятся, то Кремль исчезнет с лица земли. Да, но это, к большому сожалению, это народы еще не созрели, мы еще не пришли на тот уровень цивилизации, хотя нам пытаются показать, что мы такие все гуманные, что мы достигли вершины, что вот какие-то там преступления, которые совершаются, это так ужасно и так далее. И одновременно сами потом могут совершать какие-нибудь ужасные преступления. И потом опять говорить о гуманизме, опять об этом. Это ужасно. Или же говорить о гуманизме и принимать газ, нефть от страны фашиста, от самых конченых убийц на этой земле, торговать с ними, принимать их, мой уважаемый, мой дорогой друг там, или там как-то общаться с ним, приглашать в G7, G20 там, и так далее, и так далее. Бред, короче, бред. Ночи. ООН распустить мы не в силах, к сожалению. Это организации, такие же другие организации, созданные сильными мира сего. Фундамент ООН является право сильного. Ночи ООН. Ночи ООН, говорю. Ночи. Мадер эльче, эскри ватлацы эльче, вей сила, вей караха, гумадец. Мадер эльче. ООН распустить его. Хузлилш был агент, да, уж депортировать бы этого караца хумадец. Из этого и баду. В этом ты прав. Мы не в силах. Но в силах это сделать те страны, которые посчитают эту идею близкой себе, понятной себе, выгодной себе. И наша задача, моя в частности, заключается в том, чтобы попробовать достучаться, какую-нибудь внести идею, которая принесет пользу всему человечеству. Ну и, соответственно, польза будет и нам. Давайте я вам расскажу, как вступают в члены Совета Безопасности, вообще, как вступают в ООН организацию. Так, смотрите. И потом мы можем это дальше обсудить. Каким образом страны становятся членами Организации Объединенных Наций? Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, прием в члены организации открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций обязательства и которые по суждению организации могут и желают эти обстоятельства выполнять. Прием государств-члены ООН производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации того самого Совета Безопасности. Какова процедура? То есть прием осуществляется в Генеральной Ассамблее, все собираются, голосуют и так далее. Но рекомендовать для того, чтобы Генеральная Ассамблея их приняла эту новую страну, новое государство, могут только по рекомендации Совета Безопасности ООН. Какова процедура признания нового государства или правительства ООН? Признание нового государства или правительства – это акт, который могут совершать или отказаться совершить только другие государства и правительства. Как правило, этот акт означает готовность установить дипломатические отношения. Организация Объединенных Наций не является ни государством, ни правительством, и поэтому не обладает никакими полномочиями признавать то или иное государство или правительство. Будучи организацией, объединяющей независимые государства, она может принимать в свои члены новые государства или принимать полномочия представителей нового правительства. Понятно? Организация Объединенных Наций не может признавать или не признавать государство. Она может принять или не принять государство или правительство, да, как нового члена. Государство признается другим государством.
Но это два спорных момента. Я придерживаюсь той позиции, что государство не обязательно должно быть вообще кем-либо признано. Эта позиция, эта точка зрения имеет место у многих известных международных юристов, которые считают, что для того, чтобы государство состоялось, необходимо 4 условия. Это территория, народ, правительство и признание этого правительства, да, каким-либо государством или миром. Наше государство, ну, как минимум, признано Грузией и Афганистаном. Но даже если это государство никем не признано, я считаю, и это логично, на мой взгляд, государство формируется, если оно независимое государство, оно формируется вне зависимости, признали это государство кто-либо или нет. Есть народ, территория, правительство. Все. На этом государство уже считается сформировавшимся. Этого достаточно. А дальше уже заключение дипломатических отношений с государствами, это для решения межгосударственных каких-то задач. И это уже следующий этап. Но некоторые, есть другая позиция, что если вас не признало ни одно государство, то вы не являетесь государством. Несмотря на то, что у вас есть язык, народ, территория и правительство. Если вас кто-то не признал. Ну, в таком случае нарушается принцип независимости и суверенитета. То есть, для того, чтобы вам, народу, имеющую тысячелетнюю историю, тысячелетнюю свою землю, выбравший себе правительство, демократичное, нормальное, человеческое правительство, которое не выходит за рамки международного права, не занимается людоедством, это правительство должно зависеть от какого-либо государства. Тогда нарушается принцип независимости, суверенности. Суверенное, независимое, если они сами решили, и вот тогда оно признается. Ну, давайте, это уже другая сторона вопроса, которую тоже нам придется и изучать, и ознакомливаться, и возвращаться еще не один раз к ней. Так вот, представители нового правительства. Согласно уставу ООН, прием члены организации открыт для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в уставе ООН обязательства, и которые по осуждению организации могут и желают эти обязательства выполнять по осуждению. Прием государств, члены ООН, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. В сжатом виде эти процедуры можно представить так. Здесь просто это немножко повторяется. И вот смотрите. Первое. Государство направляет генеральному секретарю заявление, письмо, в котором оно официально принимает на себя обязательства, содержащиеся в уставе. Вот. Второе. Заявление рассматривается Советом Безопасности. Рекомендация о приеме считается принятой. То есть мы, вот если проецировать эту ситуацию на нас, направляем, наше правительство направляет в ООН письмо, заявление, в котором просит включить нас, то есть в состав ООН. Заявление рассматривается Советом Безопасности, то есть 15 странами, куда входит Россия. Рекомендация о приеме считается принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 членов Совета, и при этом никто из 5 постоянных членов — Китай, Россия, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция — не проголосовали против. Понимаете, где? И все, заковырка. Нам отказывают, потому что Россия говорит нет. То есть 9 из 15 стран
должны проголосовать за то, чтобы принять заявку эту. Даже просто рассмотреть. На Генеральную Ассамблею даже не выносится. И там же она срезается и говорит: до свидания. Нет, принимать не будем. Если Совет выносит рекомендацию о приеме, она представляется на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства необходимо большинство 2/3 голосов членов Ассамблеи. Еще раз, если Совет выносит рекомендацию о приеме, то есть согласились эти 15 стран, 5 постоянных членов и 10 членов, согласились вынести этот вопрос на Генеральную Ассамблею на рассмотрение, то для приема нового государства необходимо большинство в 2/3 голосов. 2/3 голосов членов Ассамблеи. То есть 66% должны, 67% должны проголосовать за то, чтобы приняли. И все, и государство может ходить. Четвертое. Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме. Понятно? Значит, с момента, когда Совет Безопасности ООН, куда входит Россия и 5 этих постоянных членов, если они все согласны, то не с момента голосования Генеральной Ассамблеи считается дата вступления, дата в принятие ООН. А вот с того момента, когда вот эта резолюция Советом Безопасности была одобрена. Грубо говоря, Совет Безопасности ООН принял эти решения, и Ассамблея просто их, ну как в Государственной Думе приблизительно получается. Там Путин что-то решил, Государственная Дума утвердила. Приблизительно так. И ну, так создается видимость: голосуйте, давайте примите нового, там 66 государств, 66%, 2/3 будет, точнее 2/3. Давайте дальше читать. На каждой сессии Генеральной Ассамблеи Генеральная Ассамблея рассматривает полномочия всех представителей государств-членов, участвующих в работе сессии. При рассмотрении полномочий, которые, как правило, проводятся сначала в Комитете по проверке полномочий в составе 9 членов, не может проводиться и в других случаях. Может возникнуть вопрос о том, находится ли фактически у власти правительство, аккредитировавшее конкретного представителя. В конечном итоге решение принимается большинством голосов Ассамблеи. Следует отметить, что при обычной смене правительств, к примеру, в результате демократических выборов, никаких вопросов, связанных с полномочиями представителя соответствующего государства, не возникает. То есть возникает такая ситуация, что мы не можем подать на наших убийц в суд, мы не можем получить права государства для того, чтобы опять же подать в суд. И весь мир фактически в 1946 году отдал нас на откуп, получается, Советскому Союзу тогда. Ну и не только нас. Вот такая вот нехорошая ситуация у нас получается. Давайте сейчас почитаю ваши комментарии, и будет интересно услышать ваше мнение. Аслан, ты прекрасно знаешь, говорит за меня ИСА. ООН и международное сообщество — это мираж, фейк, матрица. Опирается на них заведомый самообман. Что можно сделать против права сильных на геноцид? ИСА, я не знаю прекрасно, как ты утверждаешь, что ООН является миражом и фейком. Я только что тебе зачитал конкретно, в чем нас ущемляют. И я недоволен, как и ты, тем, что нас ущемляют. И я пытаюсь что-то сделать для того, чтобы нас не ущемляли. Не матрица это и не мираж.
Это можно поехать, полететь в Нью-Йорк, можно поехать в Женеву и посмотреть. Это есть настоящие здания, туда заходят, уходят настоящие люди. И это не фейк и не мираж, оно существует. Но оно несправедливо. Вот то направление, то, как действует, как принимают решения Организации Объединенных Наций, оно несправедливо. И с этим я полностью согласен. И мы должны что-то сделать в этом плане. Когда ты не разбираешься глубоко в вопросе, то тебе кажется, например, когда немцы выдают чеченцев России, или ты приходишь в суд и говоришь, что вот нельзя меня выдавать, меня там убьют там, и так далее, или там медицина здесь лучше, а там хуже, и там есть по медицинским, по гуманитарным показателям человек собирается остаться в Германии. Ему говорят немецкие судьи: у вас очень хорошее медицинское оборудование, у вас права человека соблюдаются, если вам жить плохо в Чеченской Республике, пожалуйста, переезжайте в другой регион России, живите там, вас никто не тронет и так далее. И тогда можно подумать, что вот этот судья, он с русскими заодно, он вместе с ними совершает геноцид. Да, косвенно это так, но когда вы начинаете разбираться в деталях, вы понимаете, что этот судья абсолютно объективен, беспристрастен, как бы это ни казалось странным. Но дело в том, что мы с тобой, Иса, не делаем достаточно работу, чтобы этот судья, другой судья, чтобы миграционные службы узнали о нашем реальном положении вещей. И вот когда ты начинаешь разбираться, мне вот такую кипу дал адвокат и сказал, что вот посмотри, что говорят об этом. Медицинские оборудования закупаются самые лучшие Чеченской Республикой. Есть огромное количество наименований. На сайте можно найти. Посмотреть на других сайтах медицинских учреждений, где стоят томография, какие-нибудь там для сердца, еще, лечение онкологии. И все это демонстрируется на документах. Да, судья не знает, есть ли там специалисты, которые умеют пользоваться этим, просто даже включать в розетку это оборудование. Его это не волнует, у него есть на руках, у него каждый день процессы, и он не может во все это вникнуть, когда ему не приносят официально документов, когда об этом не пишут журналисты, потому что мы сидим тише воды и ниже травы. И у меня вот эта претензия ко всем нам, я ее много раз озвучивал. И легко сказать, что этот судья, он с русскими вместе сотворяет геноцид. И на первый взгляд ты будешь прав. Или спецслужбы немецкие, которые как-то контактируют с российскими. Но на территории Германии проводились террористические акты? Проводились. Что немцам важно? Чтобы их не было, этих терактов. Чтобы их граждане были довольны своими спецслужбами и спали спокойно. Эти граждане, у них сон был спокойный. И они начинают контактировать с русскими спецслужбами. Контактировать с русскими спецслужбами — это контактировать с самыми конченными людоедами. Они это делают. И русские дают им информацию о террористах, может быть, которых сами подготовят, может, где-то кого-то прослушают, от своей агентуры получат. И передают немцам, американцам, еще кому-то информацию про этих террористов. И результат есть, террорист задержан, теракт предотвращен, еще много что происходит. И в это время под шумок подсовывается еще что-то. Как они захватывают все вот эти международные институты, как они влияют. Мы все это прекрасно видим, знаем. Например, как действует Интерпол. Мы много писали, я много писал об этом Интерполе. Теперь вы видите, что такого массового задержания нет. Если запрос из Чеченской Республики по линии Интерпола, и он никак не связан с терроризмом, то немецкий суд сразу отпускает. И я считаю это нашим успехом. Моим, твоим, всем, кто этим занимался. А этим занимались очень много людей. Писали, журналисты. И вот эту работу нужно делать. И эту работу в данное время, в данный момент, я пытаюсь вести. И для того, чтобы понять, как действовать в этом мире, нам нужно понять систему этого мира.
и потом действовать так, когда мы сможем защищать успешно, качественно, защищать наши права. Мы как-то должны в этом разобраться, а не сказать, что да нет, это все заодно. Нет, это не так просто. Не так просто, как ты это считаешь. Так, давайте дальше. Вот опять ты то же самое пишешь. Еврей Кофи Аннан отдал нас на съедение России. Ну почему Кофи Аннан еврей? Ну почему он еврей? И даже если он еврей был бы, то почему он отдал? Ведь много стран было, где арабские страны, где Лига арабских государств, они должны были за нас заступаться, мы же мусульмане, мы же братья. Есть механизмы, Иса, которые ты, я так понимаю, не понимаешь до конца. И тебе проще сказать, что есть ООН, там есть какой-то еврей, и вот во всем виноваты евреи, потому что евреи нас ненавидят, и поэтому виноваты евреи. И они нас... Нет, это не так. Это очень-очень упрощенное видение вот этой картины, вот этой ситуации. Это не так. Так. Пойдемте дальше. Так. Ассаламу алейкум. Как ты считаешь, какая форма правления должна быть в свободной Чечне, говорит мистер АРСГ 13. Ва алейкум ассалам. Во-первых, не Чечне, а в Чеченской республике Ичкерия или Чечения. Да? Во-вторых, форма правления у нас определена нашей Конституцией, принятой в 1992 году, за 1,5 года до принятия Российской Конституции. Когда российского государства в принципе не существовало, у нас уже было свое государство. Это демократическая, правовая форма правления с президентом и парламентом. Я был бы за то, чтобы спорный момент, конечно, но чтобы больше полномочий было у парламента, чем у президента. Президент должен выполнять, наверное, какую-то определенную роль, чтобы власть не набиралась у него в руках. Мы свободное общество, но нам нужно немножко подрасти в этих вопросах. Потому что если мы будем через своих представителей в парламенте решать какие-то свои вопросы, то не только наши представители, депутаты должны быть высококвалифицированы или квалифицированы, но и сам народ должен быть квалифицирован. И какие-то вещи нужно будет нам поднять этот вопрос, да, а не сводить это все как-то упрощенно к какому-то делу. Поэтому у нас есть форма правления, она есть, и слава Богу, будет дальше быть. Так, опять все на религию приходят. Господа, давайте не будем здесь обсуждать религию. Парламентско-президентская республика Чечения. Чечения. ЧРИ. Лид Аллаху Акбар пишет. Да, совершенно верно, парламентско-президентская она, но ее можно и парламентская сделать. Это тоже очень важно. Например, как в Германии это работает. Мне тоже очень нравится, мне это очень интересно. Я это вижу так. По поводу, вот сейчас мы на религию переходим и так далее. Хаусиш, я по-чеченски скажу, тем, кто постоянно за религию говорит, вот вы где? Ну, я скажу по-русски, ладно, раз на русском у нас стрим. Вы где, скажите? Вы, когда я что-то скажу, Боже, храни Америку, вы появляетесь, те люди, которые я никогда не видел себя, не слышал.
и пишете какие-то гневные письма, что я чуть ли не вышел из ислама и так далее. Когда же нужно защищать свои права, где вы верующие, где вы люди, которые меня наставляют, там, где у тебя борода, там, где у тебя это, ну вы где? Выйдите, покажите себя. Не надо обязательно с оружием. Оружием, где надо было, как я понимаю, ни вы, ни я не показали. Ну покажите себя вот в этом деле. Или у вас дома родственники, наверное, да? У вас дома родственники, и вам небезопасно. А я вырос на дереве, и у меня нету никаких родственников, поэтому я это делаю. Вот так вы это, наверное, считаете. Когда вы говорите о религии, побойтесь Бога. Сидеть, спрятавшись где-то, ничего не делать и говорить о религии и так далее. Или говорить там о бороде. Знаете, это как напоминает, когда идет бой, какой-нибудь человек подходит и говорит, вот у тебя там борода не подстригли, там у тебя автомат там нехорошо держишь, там, или там рюкзак у тебя, верхняя пуговица у тебя не застегнута. Идет бой, идет война, вы тут начинаете, ООН не надо, митинги не надо, это не надо. Ну, предложите что-нибудь. Когда люди воевали, у нас в горах сидели, я от них не слышал того, что вы говорите. Им нужна была помощь. Вот этой помощи они хотели. А то, что вы говорите, не сопротивляйтесь. Не обращайтесь, ООН, там, это все враги, это там, не обращайтесь, там, Кофи Аннан, там, сдал он такой-то, секунд. Никто нас не сдал, потому что никто не обязался нас защищать. Никто не давал нам гарантии нас не сдавать. Мы одни в этом мире. Мы каждый сам за себя. Вот так мир, большому сожалению, я не согласен с этим. Но это так. Я в корне не согласен, потому что не согласен я и сижу вот сейчас перед вами. Потому что я с этим не согласен. Но так мир устроен. И как-то мы должны сами себя спасти. Нас никто не спасет. А все, что плохое нам сделало, это Россия. Все, забудьте всех остальных. Да, предъявим. Найдется время, когда будет нам слово сказать. А вот сделали так, а вот сделали сяк. И Украине будет сказать, и Соединенным Штатам будет сказать, и Великобритании, и Германии будет сказать, всем будет сказать. Потому что все не супер, ну и мы не супер, и у них будет на нас что сказать. Поэтому давайте не будем распыляться на мелкие вещи, на неважные вещи. Хотя они важны конкретно для человека, для меня, для гибнущего, для посаженного, переданного России. Это, для него это катастрофа, мировая катастрофа. Но в целом для народов, для цивилизации, это для народов на земле, стран на земле, это мелочи. Они нас не убивают. Они нам не враги. Сделаем их союзниками, они будут союзниками. Посчитают они, если мы сможем их убедить, что мы очень сильно ущемлены в правах. Кто-то добрый появится, безвозмездно захочет нам помочь. Где-то мы заинтересуем их какими-нибудь нашими возможностями. Любыми, неважно какими. Кто-то заинтересуется. Вы нам это, мы вам то скажут. И вот в этом и заключается дипломатическая или какая-либо другая работа, которую мы должны вести. А так сказать, ты там, нет, ты это нам не годится, это не то, это все, это детский сад. Мы не можем так себя вести. Мы государство, которое показало всему миру пример борьбы за свою свободу и независимость. И эта борьба будет изучаться еще десятки и, может быть, сотни лет. Вот то, что делали вот наши воины. И заметьте, это делали не все чеченцы. И даже сейчас, которые здесь находящие в Европе, эти 300 тысяч, они тоже этого не делали. В основном, кто сражался, кто отдавал все самое ценное от всего материального до своей жизни и жизни самых своих родных и близких и любимых людей. На это положили
на алтарь этой свободы, этой борьбы. Поэтому мы должны тоже понимать, что вот эта победа не совсем она наша. И эти воины, они еще живы. Некоторые из них, большинство погибло, некоторые из них и живы, и воины, и те люди, которые стояли у руля, и так далее, и так далее. Поэтому давайте нормально попробуем разобраться, приемлемо для всех попробуем разобраться в этом вопросе. Это очень сложный, интересный вопрос, который мы должны решить, и мы решим его. Да, Аллах, с Божьей помощью. Да, Аллах. Аслан, не заводись, Иса Медаев. Истинно верующий человек не будет кичиться своей верой. Абсолютно верно. Клянусь, ни один человек не будет кичиться своей верой, если он на самом деле верующий. Он в это верит, он это знает. Я не просто верю в Бога, я знаю, что Бог есть. И нету ни одного человека на земле, кто может меня в этом переубедить. И все люди на земле меня не смогут в этом переубедить. И кто-то мне рассказывает, что я неправильно там что-то говорю, что-то. Я не говорю про религию. Я говорю конкретно про права наши. И эти права, как мы видим, тесно связаны с политикой, мировой политикой. Для того, чтобы подать в суд, мы должны быть государством, там, членом, ратифицировавшим тот же уголовный статут Гаагского суда, уголовного суда. И вот эти вещи, которые сейчас я только что говорил, которые вы все прекрасно знаете, я говорю об этом. А мне рассказывают, нет, ты там это не делай. Зачем это делать? Зачем? Глупо. Так, Фриман антипутинизм. Радикализация – это гарантия бедствий для народа в будущем, а не его процветания и благополучия. Радикализм, свет в народе, сеет в народе семена безумия, что заканчивается для него кровавыми последствиями. Фриман антипутинизм. Абсолютно верно, Фриман. И я последний у меня стрим был с украинскими националистами из правого сектора. И пообщавшись с ними, я вижу, ребята переживают за свою страну, что-то делают, борются, много боролись. Вот этот Василий Лобайчук, например, о нем пишет украинская пресса, что он в 2011, по-моему, году принимал участие, не было доказано, так и осталось нераскрытым и так далее. Там отсидел он 3 года, по-моему, или 2, за взрыв памятника или отрезание голову бюсту Сталина или памятнику Сталина. Например, у меня это симпатизирует, да, мне это симпатизирует, что человек убирал памятник тирану своего народа, потому что Сталин убивал украинцев не меньше, чем чеченцев. И мне это напоминает то, что было в нашей стране, когда бюст Ермолову взрывали, и 14 что ли, уже готовых на заводе «Красный молот», уже готовы бюстов уже были стояли. Ночью взрывали, утром ставили сразу новые, и никто ничего не должен был заметить. Вот как боролись с этим. И мне это симпатично, симпатизирует мне это движение. Но мне этот национализм, в котором они сейчас находятся, и даже само это обозначение, напоминает наш ваххабизм. Тоже вас загоняют в рамки, тоже в мировом сообществе это не приемлется, так как национализм это как радикализм считается, радикальная форма. И мне непонятно, как человеку это непонятно. И очень похоже, как загоняют нас в эти рамки религиозные. Обязательно надо будет с ними эти вопросы обсуждать, и может придется их как-то объяснять им, попробую, по крайней мере, довести до них эту информацию, посмотрим. Любой радикализм – это опасность. Кстати говоря, хариджиты
хариджиты в исламском языке, в мусульманском, арабском языке, это и есть радикализм. Хариджизм – это и есть тот радикализм, о котором мы знаем как радикализм. Хариджиты. Все будет Ичкерия, говорит Ури-Ури. Так, давайте почитаем Купера. Россия – это империя зла, это подавление всех прав, попрание самого главного права, право на жизнь. Россия – это мракобесие. Без радикализации нет возможности воздействовать на власть, если она тупит. Майдан в Украине был из-за радикализации. Турия Турунян. Ну, да, это тоже имеет место. Радикализм, когда власть не выполняет прямые свои обязательства перед народом, то, конечно, народ имеет право на восстание. И это не значит, что он радикализируется там на постоянной основе. Он просто призывает власть соблюдать Конституцию и выполнять желания народа, а не вести их, например, в таможенный союз. Как вы помните, после того, как Украина туда не вошла, о нем вообще перестали говорить, об этом таможенном союзе. Сейчас Беларусь уже присоединяется к России, практически присоединена. И никакого таможни осталось Казахстан еще им присоединить, и все. Или же Казахстан радикально не присоединится. Поэтому народ просто спасал свое положение. И это не столько радикализация, хотя радикализация именно настроений была, конечно, в обществе, и никто не хотел в совок возвращаться. И это самые умные люди Украины так считали. И время покажет, что они были абсолютно правы. Хоть и в тяжелейшем положении сейчас Украина пытается выйти из этой ситуации. Фриман антипутинец. Виктор Шендерович, стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами, и мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство от нашего имени творит снаружи. Да? Албания forever. Аслан, право, процесс заявительный. Права гарантируются всем, но пользуются ими только те, кто о них заявляет. Браво! Благодарю тебя, Албания, за эту отличную подсказку. Именно так, именно так. Права есть у всех, но мы должны требовать об этом. Да? Я привожу постоянный пример. Это как вы застраховали автомобиль, вас стукнули, и вы по какой-то причине не идете в страховую компанию просить. Да, у вас есть все права, у вас все оплачено, все у вас есть, против вас нарушено ПДД, и не по вашей вине случилась авария. Но вы не идете, потому что по каким-то причинам вы, или там охранники в этой страховой компании злые, или же не пускают вас из-за того, что у вас какой-то бумажечки нету, что вот наша фирма была ваша машина была не на фирму оформлена, а ваша личная была. По каким-то причинам не выполняются ваши обязательства. Перед вами страховая компания не выполняет свои обязательства. Но в таком случае, это один случай, да, вы можете добиваться, требоваться. А можете вообще просто не пойти. И все, и всех устраивает. Да, у вас право есть, но вы не попросили, и все. И именно об этом очень четко и грамотно нам рассказал Албания forever. Права гарантируются всем, но пользуются ими только те, кто о них заявляет. Да. Секрет Трумтер. Так, давайте Чингисхана прочитаем. После того, как Украина войдет в состав НАТО и Евросоюза, Россия перестанет существовать в старой форме. Украина войдет в состав НАТО и Евросоюза, Россия перестанет. Обязательно, Россия скоро перестанет существовать. God bless America, говорит Купер. Секрет Трумпа. Радикальный проект – единственный возможный метод смены диктаторской власти.
Иса Миде, Аслан, не в обиду, я немного старше тебя, твоя работа важна для нашего народа, и все будет Ичкери. Абсолютно, Иса, я никаких претензий к тому, что ты писал, просто я это, может, говорю вот так, знаете, на камеру это говорить здесь, говоришь, и можешь и голос повысить, а у меня есть такая привычка повысить голос. Но она не потому, что я хочу там что-то, просто когда я начинаю что-то говорить, не замечаю, как сам у меня повышается голос. Поэтому халмахит сум инти доллаш сюгарвасия шастаник штахум альшан хитадат غاسق شتوتسغوي غاسق империцуй цунцуотсага сатхада мостawatчу غاسقشن وخاويل غاسقشن تبولغا بيش وين دحلوالي لغوي иотсага масарца غلقا душун ларам бушун цханница сатаума дачун мой жела яца имилла ола муа ола. Это его сугубо личное дело с сауктоштат со вой он ба оншнисе эрвалу сайдагаца далурдуэл эрвал тасон и вой ба онша az империцани таселук цу империну югешма югеш так цути дои üç astergal bir bācer vai ba un šūč ir orso. No, iš cuti dohi, ar politik sun yizaca yiz, sun haaca haa lilja, sun laaca leha lilja. Со внутренним ян, sun противного духа, отторжение хочешь духа. Wallah ba madoi. Даум цахиларн, harиш da düç aşuksa. Vay kuna, o kuli gaskşan her no kuli huş. И хулицерса канал стясу нешел охота, канала нешел охота, и шедал умац согушу. Сунде бовой дабы ебу, но хасхич бешбат. Хотя маленькие радости, удовольствия я от этого получаю. Особенно, когда у меня получается нанести удар нашему врагу для достижения наших целей и прав, которых мы лишены. Так, я перемотаю, друзья. Чеченский след Рязанский сахар напоминает. Ставим лайки и подписываемся на канал Reality и на Чеченский след Рязанский сахар. Тоже не забываемся подписываться. Фриман антипутинизм. Регулярное удаление постов троллей из форума – признак хорошего тона и уважения к своим читателям, а также их времени. У многих из нас просто нет времени на чтение потоков бреда от троллей. Натали, если относиться лояльно к убийце, лжецу и вору, то в итоге он и дальше будет продолжать, и в итоге все заберет и убьет. Я лично отращу патлы и бороду и перееду в шариатскую Швецию. Батила, говорит Маждада. Так, Муслим Нохчо. Аслан, ассалам алейкум. Всем свободным людям. Аслан, баркала, что вытащил лично меня из тюрьмы во Франкфурте на Майне по запросу Росинтерпола. Аллах дел рейс хуйль хун. Говорит, ва алейкум салам. Да, помню, Муслим, помню. Как ты улетал, помню. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Ассалам алейкум всем, говорит Мабиус 2000. Так, Муслим, сейчас они скажут, что это ты постановочный. Россия империя зла, тюрьма оккупированных стран. Сожим волш, бакина, волши, тибелш, волши, мажиашер, уж дабойль, тхайде, маж, ас, йошер, счастье, йошер, царь. Так, Аслан, никак не могу найти вас в ТикТоке. Мой ТикТок под этим видео, по-моему, есть. Сейчас я вам скажу. Вот здесь есть ТикТоки. Сейчас я попробую себя найти в ТикТоке. И вот я нашел себя. По ссылке под этим видео я есть в ТикТоке. 2 видео я уже коротеньких там загрузил. Так. Всем баркал. Так, у нас осталось 15 минут, друзья.
Про ООН мы поговорили, про все эти вещи проговорили, их еще нужно обсуждать. И я тоже хотел бы еще обсуждать и концепцию обусловленной независимости, которую дал Мулла. Мы должны будем, я хочу обсудить, да, как хотите, друзья, хотите послушать или нет. Я вам хотел бы сейчас показать видео с Степашина. Буквально несколько минут, давайте, как раз эти последние 15 минут. Я ваши комментарии особо не вижу. Степашин является военным преступником, массовым убийцей, соучастником геноцида чеченского народа, который должен предстать в Международном уголовном суде в Гааге или же перед чеченским судом. Что несомненно произойдет, да, и при жизни его или после его смерти мы в любом случае накажем этого преступника. Я на это очень рассчитываю. В соответствии с международным правом, как полагается, преступник должен быть наказан. Сейчас начало появляться разные такие вещи, они начали обсуждать эту тему. И они вроде бы, конечно, отрицать такой преступник он не может отрицать. Он занимал руководящие должности, которые подписывались, принимались решения. Об этом есть решения ЕСПЧ указаны, многие его фамилии и должностные лица. И здесь Степашкин начинает рассказывать про Чечню. Давайте посмотрим. Внимание. Вот если говорить о Чечне, которую вы хлебнули, по-моему, самым полным образом, вот не могли бы вы нам рассказать об этом заседании Совета Безопасности, на котором было принято решение воевать в Чечне? Решение, смотрите, что говорит. Расскажите о вот этом решении, которое было принято 29 ноября 1994 года. 26 ноября вошла так называемая оппозиция. Никакая это не была оппозиция. Здесь сам Степашин об этом говорит, а потом говорит, что это, мы помогали оппозиции. При этом он до этого говорит, что они готовили этих людей. И что были задержаны, они признают, задержаны были российские военнослужащие. Да? Короче говоря, Россия принимала участие, но она пыталась это делать так завуалированно, как она это делает сейчас в Украине. Вот так она пыталась. Давайте будем слушать, и я буду комментировать. И буду постараться читать ваши комментарии. Это было принято решение Советом Безопасности. Безусловно. В котором вы участвовали. Мы голосовали и даже подписывались. Все, кстати. Все, кстати. Именно о Совете Безопасности, которого Джохар Дудаев называл Совет Опасности, он перечисляет все эти фамилии. Я отдельно, специально для гниды Милова, да, который называл Дудаева бандитом и нас и так далее, это все соучастники, это все подонки и преступники. Есть кто виновен юридически перед нашим народом, а есть морально кто несет уголовную ответственность, кто несет моральную ответственность. Не знаю, насколько Милов уголовно виновен перед нашим народом. И если мы узнаем об этом, конечно же, мы предъявим и Милову эти обвинения. Сейчас Милов морально несет ответственность, просто гнида и гнида, просто за то, что он назвал нашего Джохара Дудаева бандитом, вызвав на переговоры, ведя с ним переговоры, встречаясь, министр обороны Шапошников звонил Дудаеву и так далее, бандиту, как говорит Милов. И бандит Милов, коррупционер, вор, хапуга, ничтожество нам рассказывал про Ерина. Ерин это министр МВД тогда был, и все пытались взвалить на него. Не совсем так. И вот сейчас Степашин говорит, что все принимали решения, да, потому что я обвинял тогда не столько Ерина, потому что Ерин это такая исполнительная фигура в этом деле. А вот кто принимал решения, я вам потом ссылку оставлю под видео, можете посмотреть подробно. Я каждого из них, кого назвал Дудаев, Сосковец, Ерин, Ельцин, Степашин и так далее, их всех я
перечисляю. Во Второй войне были уже другие действующие лица, но вот один из них, вот этот преступник, вот эта жирная преступная рожа, свиная рожа, которая обязательно понесет ответственность за свои преступления. Он в этой жизни и в следующей жизни. Да, Аллах. Сейчас есть версии, кто-то там голосовал против, кто-то нет. Все подписались. Все. Подписались под тем, что против или за, или за. То, ну, всех сделал соучастниками. Всех. Подписались все, говорит, и все. Все виноваты. Ну, никто не спорит. Совет опасности. Против никто не был. Подписи против не было ни у кого. Ни у Калмыкова, ни у Примакова, ни у Степашина. На всякий случай. Ни у демократа Козырева. Вот. Ну, начнем с того, что Чечня началась еще в 1991 году, и первые ЧП мы вводили 7 ноября 1991 года еще при Союзе. Ничего не сработало. Понятно было, что к 1994 году это неуправляемая бандитская территория. Бандитская территория. Кто мне что не говорил, очевидно. Авизо, захваты самолетов. Смотрите, Авизо, мы это тоже разбирали, об этом тоже говорил этот Милов, да, Владимир Милов. Он именно про эти Авизо говорил. Ну, показал он Авизо с подписью Гайтукаева. Гайтукаев — это известный человек, тоже занимался вот этим Авизо, который обвинялся и был посажен за убийство, и его племянники были там посажены за убийство Анны Политковской. И выполнял он поручения России. Соответственно, этот человек работал на Россию. И захваты самолетов, вертолетов и Авизо нас в чем обвиняют? Бандитский анклав, он говорит. Этот бандитский анклав, который был самый экономически развит из развалившегося Советского Союза, с соседних республик приезжали у нас закупаться. Преступность была минимальной, кроме вот этих терактов, которые проводили непонятно кто и непонятно для чего. Но потом было ясно, для чего, оказывается, нас надо было запачкать. Автобусы каждый четверг, достали, честно сказать. Автобусы каждый четверг достали его. Представьте, просто надо отметить, что именно КГБ, ФСБ, ФСК занималась этими делами, и ГРУ. И Степашин сейчас сетует, что его достали. Вот, что творили в Ставропольском крае? Крали людей, села грабили. Ну что, терпеть, что ли, это было? Крали людей и грабили села. Да? Вы помните, что во время Дудаева кого-то крали? Я не помню. Это уже во Вторую войну Путин, Патрушев подготовили свою агентуру, ФСБ, они начали там вести ГРУ, вести свою деятельность. А при Дудаеве не было таких вещей. И он раньше этого не говорил, раньше это даже не обсуждалось. Они тут по праву сильного решали. А что-то случилось с Сережкой. Сережка теперь начал, не помещающий в экран со своей рожей, приполз и начал нам что-то рассказывать. Про какую-то там демократию он потом будет говорить, что вот мы тут и так далее, и так далее. Нет, Сережа, отвечать придется. За каждую слезинку пролитого чеченского ребенка придется ответить. И вы, пока чеченцы живы, вы, КГБшники, ставшие миллиардерами, миллионерами на нашей крови, вы не будете этими деньгами, они впрок вам не пойдут. Вы не будете, и ваши дети, и внуки не будут наслаждаться этими деньгами. Это я вам как чеченец гарантирую. Не то, что мы вас будем там отстреливать и так далее. Лично вас, таких как вы, мы будем находить и судить в соответствии с международным правом. Да, мулла. А ваши дети и ваши внуки и так далее сменят фамилию, спрячутся где-то, чтобы никто не знал. Потому что по закону все, что вы нажили на нашей крови. И вам придется вернуть это чеченскому народу. И мы будем, я вам гарантирую, как чеченец я вам гарантирую, вы каждый будете возвращать. Каждый, по фамилии, кого мы установим в судебном решении, чья фамилия окажется, вы все будете нести ответственность. Вы будете самыми известными в чеченском обществе людьми, которых чеченское общество будет находить и наказывать. Да, мулла.
Давайте послушаем Степашу. Поэтому готовили оппозицию, этим занимался в том числе Степашин. Вот, пытались... Второй раз Степашин о себе говорит в фамилии Степашин. В третьем лице он о себе говорит. Подпись была за Степашиным, в том числе этим занимался Степашин. Не я занимался, он этим говорит, а вот это должностное лицо Степашин. Это тоже нужно понять, к чему он склонен говорить. Раньше он был такой Сережа Степашин, он такой весь. Но ситуация меняется. И Дал-Мула, она еще быстрее будет меняться. И не останется камня на той лжи, которую они возвели против нас. И мы привлечем к ответственности всех преступников. Дал-Мула. Чтобы они, конечно, решили свои вопросы. Там Русмартановская, Автурхановские ребята входили туда танки. 2 раза входили. Ну, первый раз без танков зашли. Это было еще в конце августа 94 года, прошу прощения. Мало кто это помнит. Вот. Потом второй раз. Ну, а дальше уже пошла спешка, что называется, после вот этих захватов. И особенно, когда захватили наших ребят, военных, помните. Кстати... Только что вы видели, что 29 ноября было принято решение Совета Безопасности, вот эти два лжеца рассказывают из «Коммерсанта», что было принято решение о вводе войск в Чеченскую Республику. Теперь же нам рассказывают, потому что были захвачены наши ребята. В ноябре 1994 года российские военные пытаются помочь чеченской оппозиции свергнуть Дудаева. Около 70 офицеров и солдат попадают в плен. Вот вы видите текст. Так вот, эти военные, российские военные, которые пытаются помочь, которые уволены и добровольно, как отпускники на Донбассе, пытаются просто помочь. Просто у него друзья, Автурханов, Завгаев, Хасбулатов, вот эти все преступники, их друзья. И они просто решили, взяли отпуск, и взяли танки и поехали просто помочь этим. Но об этом известно прекрасно, что руководитель ФСБ Московской области Севастьянов занимался вербовкой этих людей. Потом задних часов увольняли, что были танки, что Автурханов сидел и просил у России помощи, говорил: помогите нам, дайте нам денег и так далее, и так далее. Автурханов — это российский милиционер, который задним числом уволился и возглавил оппозицию, появился откуда-то и так далее. Из небытия, какой-то оппозиционер Дудаева появился и так далее. И все это ложь, которую они нам втирали вот эти 26 лет, 27 лет. И только что они нам рассказывали, что 29-го они приняли решение помочь оппозиции там и так далее. До 29-го, до 26 ноября был этот штурм нашей столицы, который был в пух и прах разнесен и уничтожен. Были все рассеяны, нападавшие, пленены, уничтожены. И в итоге 29-го они приняли решение уже вести официально, когда план под видом оппозиции, а по факту предателей, потому что у оппозиции должна быть какая-то программа, какое-то видение, какое-то развитие. Их программа была это присоединение к России. Но это чисто предательство. Никакой программы у них своей не было. И вот эти люди нам сейчас рассказывают, что это была какая-то оппозиция. То же самое, что в Донецке. За исключением нескольких погибших мы их всех вытащили. Многие сейчас берут это на себя, в том числе. Тогда они признались, что они военнослужащие. Они бывшие военнослужащие. Они были уволены, но на самом деле занималась подготовкой, не подготовкой, а федеральной службы контрразведки. Что-то это уже не секрет Полишинель. Вот я их потом всех вел в штат ФСК, и, кстати, мы сумели вытащить большую часть ребят оттуда, захватив одного известного чеченского. Вот, господа, только что происходит признание. Для того, чтобы своих пленных, которые на танках приехали в Чеченскую Республику, в дорогом костюме, в дорогих очочках, жирный, толстый, обрюзший преступник нам рассказывает, что был захвачен какой-то чеченский бизнесмен. Послушайте.
банкиров, будем так говорить. Банкир. И, собственно, поменяли. Да, у меня был разговор лично с Дудаевым на эту тему. Что это как не терроризм? Нападают на вас, захватывают вашу страну, военные. Вы отбиваетесь, и человек, который занимается в вашей стране бизнесом, бизнесмен, банкир, он берется в заложники и говорит, давайте обменивать. Вот и все, что вам нужно знать о России. И вот об этом человеке. Это преступники, самые настоящие. Нам удалось ребята вытащить. Это уже был, как говорится, вот последняя капля, когда состоялся Совет Безопасности. И вот вы знаете, 2 человек сегодня обвиняют в первую очередь в том, что они, значит, вот, были инициаторами ввода войск в Чечню. Это Ельцина и Пашу Грачева, Павла Сергеевича Грачева, прошу прощения. Даже Грачева больше. Даже Грачева больше. Так, Ельцин до последнего сомневался. Он разговаривал со мной, он говорил с Ериным, он говорил с Грачевым, потом он собирал всех вместе до этого Совбеза. Вот. Наиболее жесткую позицию занимал, кстати, Виктор Степанович. Конечно, шло тяжелое обсуждение. Виктор Степанович это Черномырдин. Сейчас все на мертвого Степаныча. Он как бы был вторым лицом в государстве, полномочия у него были большие, но все сейчас сваливается на него. Потому что Виктор Степанович Черномырдин это тоже была креатива КГБ. И он делал то, что говорили Степашин и другие люди, которые стояли за Степашиным, которые назначали Степашина на этот пост, рекомендовали его там директором ФСБ и так далее. И Грачев, он прекрасно понимал, что, ну, я понимаю, сегодня можно на него все что угодно навешать, его нет в живых. Но я-то вот живой свидетель. Сам уже рассказал. Из тех, кто остался. Ну, Шумейко, наверное. Да, вся проблема в том, что вот этому свидетелю веры нет никакой. Как говорится, обманка, если более мягко сказать, обманка друг чекиста. Володя, если что-нибудь скажет. Он сам об этом говорит, что можно на Черномырдина все вешать, я это все понимаю, конечно, и так далее. Понимаете, к чему клонят? Да? О себе в третьем лице Степашкин говорит. Потом говорит, что это Черномырдин. И сам потом проговаривается, говорит, ну, конечно, можно на него повесить. Конечно, можно повесить, ты этим и занимаешься. Ты, Степашин, если ты это увидишь, а я думаю, вы меня все там смотрите, раз вы начали уже переигрывать там как-то, зная, что мы знаем, кто враги, наши настоящие враги, начали себе сейчас как-то готовить запасной аэродром в момент отступления. Мы прекрасно знаем, что ты пристоишь, что ты начинал войну, как первую принимал участие, так и вторую. Чабан-Махи, Карамахи, ты организовывал вот это ваххабистские села, чтобы заманить туда, спровоцировать наших людей. Значит, Грачев до последнего сопротивлялся, что называется, вводу туда войск. Он даже ссылался на то, чтобы эти внутренние войска занимались, что это внутренняя территория, почему с Чечней должны воевать и так далее. Это уже потом у него выскочило, мы одним полком возьмем. Да. Ну, только что Степашин нам рассказывал, вы все слышали, что это был анклав. Каждый четверг захватывались автобусы, в Ставропольском крае захватывались люди и так далее, и так далее. И почему-то министр обороны Российской Федерации был против и говорит, зачем мы должны с Чечней воевать? Степашкин же мог ему объяснить, смотри, каждый четверг захватывают автобусы, они захватывают наших русских людей со Ставропольского края и везут в Чечню, вымогают там и так далее. Фальшивый авизо занимаются. Почему Степашин, как вы думаете, не сказал это Павлу Грачеву, когда тот сказал, почему мы должны воевать с Чечней? Потому что и Павел Грачев, и Степашин прекрасно знали, что это все делала ФСБ. И он не мог ему сказать это. И потому что Грачев посмеялся и сказал, ну, ребят, это же вы все делаете. Поэтому, и вот логика, как она у них переплетается, как она у них противоречит друг другу, ну, отсутствует напрочь, точнее. Потом уже, когда его достали, собственно говоря. Вот. И тогда, я помню, Виктор Степанович врезал ему прямо там на Совбезе. Врезал. А Виктор Степанович, как уже Виктор Степанович, был так настроен против чеченцев, хотел воевать, умерший. Это очень важно. Умерший, он не может сейчас за себя что-то сказать. А Виктор Степанович врезал Грачеву, министру обороны, как это ты там и так далее.
это показывает, насколько воинственный был этот Виктор Степанович Черномырдин, насколько он был воинственно настроен против нас. Генерал армии, будущий маршал, как он считал, герой Советского Союза. Он действительно за дело героя получил в Афгане. Знаешь, да, формулировку? За блестящее выполнение боевых задач с минимальными потерями, командир дивизии. Вот, и поставил вопрос на голосование о том, что необходимо вводить войска в Чеченскую Республику. Вот. Проголосовали все тогда. Вот. И скажу откровенно, я об этом уже не раз говорил. Сейчас врать будет. Повторить. Как только он говорит, скажу откровенно, значит начнет врать. У нас до Нового года, до 30 числа, до ночи с 30 до 31 декабря, в принципе, это проблем не было. Не было. 2/3 территории Чеченской Республики контролируются федеральными войсками и оппозицией. Теперь Степашкин, который будет обвиняться не только чеченцами, но и русскими, которые послали на убой и огромное количество молодых, реально молодых, 18-19-летних пацанов, положили в этой мясорубке. Положили очень много мирных граждан. И за это нужно кому-то отвечать. И сейчас Степашин нам хочет рассказать, что он не виноват и что все было нормально. И еще раз прошу заметить, умерший Павел Грачев, он был, оказывается, инициатором начала новогоднего штурма. Видите ли, у него первый день рождения было, и нужно было. Этот Павел Грачев, который был категорически против этой войны, который постоянно только и твердил, что не хочет воевать, и Ельцин был вынужден его заставить. И об этом Дудаев говорит, что Павла Грачева вынуждают воевать. И этот Павел Грачев вот решил на Новый год и на свой день рождения сделать сам себе подарок и захватить Грозный. Вот он все время был против, и вот перед Новым годом ему пришло в голову: блин, у меня же завтра день рождения, надо срочно положить 5, 6, 10 тысяч русских ребят для того, чтобы мне сделать день рождения. Это бред, который опять же пытаются свалить на мертвого человека. Я не оправдываю Павла Грачева, это преступник, военный министр обороны, но нужно точно расставить акценты. Виктор Степанович Черномырдин и Павел Грачев – это два умерших человека, на которые вот этот преступник хочет переложить свою вину. Потери были 3 человека. 3 человека. 3 человека было потери, он говорит. Значит, за все это время, вот с 11 декабря, как они вошли, у них было всего 3 человека погибших было. Это наглая ложь. Я надеюсь, те, кто принимал тогда участие, и хотя бы свидетели, расскажут. Вот у меня в комментариях, я обязательно зачитаю. Напишите, сколько человек до Нового года, с 11 декабря, да, они вошли, там контролировали там большую территорию, но им нужен был Грозный. Есть ли какие-нибудь боестолкновения, которые вы могли бы сейчас вспомнить? Так. Вертолет сбили, и там даже было больше 3 человек. Вот один человек рассказывает, Тарья Турунин. Вертолет сбили. Ложь, конечно, ложь. Когда он говорит, я хочу искренне сказать или честно признаться, значит собирается искренне и честно как можно сильнее соврать. До Нового года. И когда 28 декабря Ельцин нас вызывает в Москву, меня Ерина, Грачева и почему-то Николаева, там Андрею все больше всего досталось, почему он границу не перекрыл. На что Андрей Борис Николаевич, какую границу? Это же наша страна. Какую границу-то? Тут так Ельцин на него посмотрел. Думаю, что ты самый умный, что ли? Вот. И шло обсуждение. Я и Ерин, ну, Виктор Федорович так вообще помалкивал. Я сказал, что, Борис Николаевич, давайте постоим. Я еще привел пример великое стояние на реке Угре, но что он мне сказал, что там не Угра, а Терек. Ну, я тоже понял, что, видимо, с Угрой не все в порядке, у нас история. Так, здесь мне вот Байсангур ДЛФР рассказывает, в селе Побединском градом накрыли, их очень много убили, где-то 20 декабря. Это к тому, что вот этот мерзавец, конечно, он врет. Там можно не сомневаться. Вот уже одно за одним вертолет сбит, 20 человек убито, уже боестолкновения были. Еще до входа, помните, в Ингушетии, когда министр здравоохранения Ингушетии машиной перегородил там
и он погиб, и там еще, по-моему, были погибшие российские солдаты, еще до того, как вошли. Конечно же, врет Степаш. Вот, давайте постоим у Грозного. В городе еще проживало 250 тысяч русских людей. 250 тысяч русских еще проживало, он говорит. Понимаете, к чему был разговор о том, что чеченцы устроили геноцид русского населения? Помните эти вот постоянно нам рассказывают? В Грозном, в одном только Грозном, только что, он говорит, проживало еще 250 тысяч человек. И вот тогда были огромные потери именно среди русскоязычного населения, из граждан Чеченской Республики Ичкерия. И несмотря на геноцид, который устроили дудаевские бандиты там и так далее, 250 тысяч в 450-тысячном городе проживало. Это несмотря на то, что войска подтянулись, и многие чеченцы выехали из этого города. И да, уезжали русские какие-то. Но 250 тысяч, он говорит, оставалось. И вот и бомбили. Так, для видео это тоже очень важно. Еще вот Тария Турунен говорит, по трассе при проходе колонны еще до 15 октября, еще до Очхоя был бой, и там подбили вертолет. Посадили на трассу, все это видели. Я лично был у этого вертолета, и я лично срывал с него вот этот дворник. Вот этот дворник, который у него там есть, я его отламывал себе на память. Я оказался в этом вертолете. Я вот не помню, когда это было, но я так понимаю, это было в самом начале войны. Я дату точно не помню. Но этот вертолет помню, его с трассы потом стащили на поле. Там был раненый один летчик, один погибший. Вот такая вот ситуация была. На всякий случай. Вот, и спокойно вести работу на других территориях. Но не срослось. Был ввод в Грозный, и вот с этого все и началось. Вот, началось все с этого. Не с того, что они захватывали автобусы, занимались фальшивыми авизо, годами чеченцев очерняли, против Дудаева устраивались провокации, покушения. Не из-за того, что они в Осетии, в Ингушетии, в пригородном районе между осетинами и ингушами устроили войну, устроили геноцид ингушей, чтобы вытянуть Дудаева, чтобы там задействовать его как-то, чтобы потом напасть на Чеченскую Республику. Как это потом позже было сделано в Дагестане уже, в этом направлении. Не поэтому все это было. Все произошло потому, что он предлагал стоять, все, не идите, будут жертвы. А вот Павел Грачев взял и повел на штурм. Видите, человек оправдывается. Человек оправдывается. И они никогда так не делали. Вот сейчас завизжали свиньи, завизжали. И это только начало. Я знаете, чего больше всего боюсь? Я боюсь, что Россия станет на колени перед Америкой. Я боюсь не потому, что она встанет на колени. Это нормальное явление, которое рано или поздно произойдет. Приедет президент России, поднимет руки в Сенате США вверх и скажет: Господи, благослови Америку. Вот это однозначно так произойдет. Я не боюсь этого. Я боюсь, что американцы, когда они встанут на колени, их простят. Вот чего самый мой кошмарный сон. То, что когда они встанут на колени, их американцы простят. Вот что самое страшное. Давайте послушаем дальше. Я когда 2 января туда приехал, вот вышел из БТР, но я, собственно, на броне ехал, потому что внутри опасно. Потому что попадет, там сгоришь. Лучше, что наверху тебя снесет, может, живым останешься. Директор ФСК, кстати, приехал туда на броне. Вот, можете себе представить, да? Выхожу, то есть спускаясь на землю, смотрю, идет огромное количество людей с белыми флагами, нас увидели. Русские люди с белыми флагами. Вот это никогда в жизни не забуду. Вот это тоже мне этот момент очень понравился, когда он говорит, русские люди идут с белыми флагами. Да вы же их окружили, вы их, они сдаются, вам идут. И он никогда этого не забудет, говорит. А потом вы взорвали своих русских в 99-м, чтобы заново на нас напасть. Подонки и мерзавцы. А что вы имели в виду, когда в одной из бесед вы сказали фразу в том смысле, что
КГБ должно действовать не как в Чечне, а как в Крыму, образцово. Что имелось в виду, что без потерь? Конечно, конечно. Ну, в Крыму это уже была другая страна, другая история и другие люди. У вас было недолгое премьерство, и оно... Слышите, теперь он говорит, что ФСБ, там, КГБ должно было действовать как в Крыму, чтобы без крови там, и так далее, и так далее. Ну, маленькая проблема. В Крыму не было чеченцев, которых пришли оккупировать. Вот вся загвоздка там получилась. Поэтому никак бы, ни другие люди, ни эти люди, ни кто-либо другой, кто придет с чеченцами с войной, тот не уйдет победителем, не испробовав, не испив чашу, которую он принес нам испить. Наша история так довольно драматически с ухода Примакова. Ну да. Для меня особенно, потому что мы с ним дружили. Расскажите, как он вам передавал дела? И передавал ли? Потому что у нас немалые ситуации, когда дела не передаются. Ну, Максимыч до последнего считал, что этого не произойдет, хотя разговоры и слухи ходили об этом. Вот. Готовился Аксененко. За несколько дней до этого я тоже знал эту информацию. Я все-таки тогда был министром внутренних дел, если помнишь, первый вице-премьер. До этого первого? Да, назначен, да. Поэтому я эту историю знал. И вот это ночное назначение. Ну, это Чубайс, наверное, я не знаю, рассказывал он вам или нет. Вот. Насколько мне говорил Валентин Юмашев, переломил историю тогда Толя, Анатолий Борисович. Он сказал, что Аксененко не проходной, его никакая дума никогда ни в каком запале, даже бешеном, не изберет. Но тогда дума-то была немножко другой. Поэтому вот неожиданно моя кандидатура всплыла, для меня тоже абсолютно. Да, нечаянно вообще, нечаянно назначили этого преступника, который, он сейчас еще расскажет, увидите, очень интересно, как он оказался в этой власти там, и так далее. Волошин, я провел совещание, звонок, вот, Волошин, я говорю, ты что, у меня совещание, Борис Николаевич меня приглашает, я говорю, какой вопрос, узнаешь. Ну вот, собственно, и узнал. Выходит Примаков из дверей, сначала прошел мимо, я окликнул его, Максимыч, мы с ним были на «ты». Он обернулся, сказал, Серега, ты будешь премьер-министром. Я сказал Ельцину, что это лучшая кандидатура. Но я понимаю, из тех, что были предложены. Вот. После того, когда все состоялось, я с Ельцином была беседа, я спросил, зачем, за что и почему. Он сказал, что это моя личная просьба, вы видите, какая тяжелая ситуация и так далее. В общем-то, честно говоря, можно было отказаться. Я сейчас думаю, может быть, и надо было отказаться. Хотя кто его знает. Вообще многие говорят, что невозможно отказаться, когда тебе предлагает президент. Ну, можно. Я отказывался. Уже сейчас, и не раз. Так вот, нет, там была просто человеческая просьба. Мы все-таки с Ельциным вместе с 90-го года прошли огонь и воду вместе. Вот, и вот, он как отец ко мне, потому что 31-го года, я 52-го, с сыновья ему гожусь, он так по-человечески сказал. И я поехал в Белый дом, вот, встретились с Максимычем, проговорили, потом собрали все правительство. Вот, То есть это была доброжелательная передача? Абсолютно, уж друзья. А еще один есть вопрос. Вы где-то писали или говорили, или кто-то это рассказывал о том, что Ельцин в 1998 году вас вызвал и сказал, Сергей Владимирович, вы должны обеспечить, вы были министром МВД, вы должны обеспечить, со своей стороны, естественно, снос мавзолея. Что это было? И действительно это было реальное решение? Ну, идея не мавзолей сносить, еще мавзолей, соглашение, да, из области фантастики, да. Вот, и звонок утром. Ну, и у меня состоялся разговор короткий с Борисом Николаевичем, на что я сказал, что, я министр, мы, конечно, будем обеспечивать общественный порядок. Я говорю, Борис Николаевич, это может очень плохо закончиться. Я говорю, я министр, я не боюсь ничего, я говорю, плохо закончится. Нам еще не хватало. У нас и так тут навалилось проблем с импичментом. Экономика трещит по швам, уж помните, что 98 бочка нефти стоит $9, бог мой. Это год дефолта. Год дефолта, да. Ну, в общем, я так понимаю, что я был не один. Я знаю, что и Валя, и Татьяна его убеждали этого не делать. Вот. Не знаю, кто еще, честно говоря. Может быть, еще кто-то, не знаю. Но решение не прошло.
не прошло, так что вот и Ленин жив, и мавзолей стоит, Ну, и все. МВД не в тюках. Ну, грубо говоря, вот так он поговорил. Вы можете это видео посмотреть на канале 30 лет без СССР. Новые видео тут начали появляться. И они так потихонечку начинают эту тему обсуждать. Нам же нужно готовиться к тому, что они будут сейчас как ужи на сковородке изгаляться, сваливать на умерших уже вину, ответственность, как они это всегда делают. И всячески пытаться, нам нужно доказать их вину. Не распыляться там на умерших, хотя их, конечно, тоже Ельцин, Грачев, Ерин. Эти люди, хоть и умершие, они несут ответственность перед историей. Мы обязательно их фамилии будем указывать везде и будем везде распространять эту информацию. Поэтому, как говорится, все будет Ичкерия. На этом, я думаю, наш стрим можно закончить. Зачитаю комментарии Фримана. Русские фашисты, как всегда, стараются своей ложью оправдать свои злодеяния. Совершенно верно. Итак, как ты видишь, Хамзат Гилаев? Хамзат спрашивает, как они будут оправдываться. Как ты видишь? Это не я не я, это он, там, и так далее, и так далее. Короче говоря, нас ждут интереснейшие дела, великие дела нас ждут, интереснейшие времена нас ждут. И все будет Ичкерия. Саши Куевич. Ассалам алейкум. Адикюэль Маш-Оль. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего, господа. Адикюэль. До свидания.